Людмила Каракулова родом из Нестеровской, но уже 10 лет проживает в Ставропольском крае. В Радоницу, как и на остальные православные праздники, она старается с семьей приехать на малую родину, навестить могилу усопших родственников, прибраться. Говорит, что кладбище в прошлый ее приезд выглядело совсем иначе. Сейчас стало не узнать. Очень много сделано работы. Кладбище ухоженные, убранные. Честно говоря, я вот первый раз попала, я была удивлена. Сделано все очень качественно, сделано хорошо. Мне очень понравилось. Это кладбище в Нестеровском облагородили в прошлом году благодаря договоренности главы республики Махмуда Али Калиматова и мецената Микаила Гуцериева, благотворительный фонд которого финансирует работы по восстановлению кладбищ. И произошли здесь такие изменения. Конечно, не сравнить то, что было когда-то. Сейчас это очень хорошо. Мы преклоняемся перед главой республики, перед Гуцериевым, Михаилом Саварбековичем, что он уделил такое большое внимание. С кем бы ни поговорил, все благодарят. Все благодарят, те, которые здесь жили, уехали, списываемся и общаемся с ними. Все благодарят их. Новое освещение, заасфальтированная подъездная дорога, мост, парковка на более чем 20 машин. Всю площадь захоронений, а это свыше 4 гектаров, обнесли надежным высоким забором. Теперь здесь есть и новая пристройка, где собравшиеся могут почтить память усопших на поминальной трапезе. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Реконструкция православного кладбища – богоугодное дело, отмечает советник главы Ингушетии Игорь Алешин. Он знает, насколько актуальной и сложной была эта проблема обустройства территории и как сложно жителям Нестеровской было обеспечивать постоянный уход за захоронениями предков. Ни одна могила, ни один крест не остался без внимания. Все сделали самокачественно, хорошую работу. И благодаря вот этому сегодня, на сегодняшний день, ту задачу, которую поставил глава, чтобы люди начали приезжать сюда, чтобы не забывали свои корни, откуда они вышли. Вот мы видим результат работы уже по населению, потому что на сегодняшний день я вижу уже результаты этого года, уже что мы отработали не зря это все. Люди приезжают, люди стараются на все мероприятия праздничные уже приезжать. Поэтому еще раз хочу поздравить всех православных жителей нашей республики с Радоницей, пожелать им всем здоровья, счастья и удачи. В Радоницу, или как его по-другому называют родительский день, все православные кладбища наполнились людьми, пришедшими почтить память усопших родственников. Приходится он на 9-й день после Пасхи. В этот день оплакивать умерших и горевать не следует. Вот и на кладбище в Троицком сегодня довольно многолюдно. Мне кажется, в России вот такого нигде нет, только вот в Ингушетии. Рассказываем своим землякам, которые в других областях где-то живут, ну вот просто такого нигде не видно. Там кто-то как-то убирает свои могилы. У нас вот просто это грандиозное такое, просто не верится, не верилось, что вот здесь такое, что такое вообще возможно. На могилу усопшим, согласно древнеславянским традициям, приносят угощения, конфеты, куличи или другие сладости. Сейчас же люди подносят еду малоимущим, знакомым или соседям. Все собираются за поминальной трапезой. Священник Андрей Мисюра проводит поминальную службу. Люди молятся за упокой душ усопших. Молитвы – это способ выразить свою любовь и скорбь. Мы хотим быть достойны их праведной жизни и достойны, чтобы Господь всем нам даровал по всеобщему воскресенье Царствие Небесное. Всего в республике 10 православных кладбищ. 7 из них уже отреставрированы. В этом году планируют привести в порядок оставшиеся 3. Масштабная реконструкция кладбищ началась в Ингушетии весной 2023 года и продлится до конца 2025. Тамара Хшагульгова, Акрамат Тасхоева, Амина Зязикова, Магаз 24.